Когда мы рассказываем об истории музея, мы прежде всего никогда не забываем, что вот эта наша территория связана с Великой Отечественной войной, поскольку именно с этой территории, с территории нашего музея на фронт уходили мобилизованные с августа 1941 года. Но поскольку здесь всегда проходили военные учения и был гарнизон, э, и определенное количество ну, солдат, офицеров, э, наверное, и на Первую мировую войну, опять-таки, призванные отмечались на территории э, здесь, на территории нашего музея, ну, современной территории, да, а так и отсюда они уходили на войну. Первая мировая война началась 1 августа 1914 года, и эту войну называют неизвестной войной. Это, наверное, справедливо, поскольку мы об этой войне мало что знаем. Так это была война, когда был царизм, может, поэтому нам особо в школах и учебных заведениях об этом многое не рассказывали. Здесь на слайдах вы скорее ознакомитесь больше, чем я рассказываю. Слайдов много, и я уверена, что кто-нибудь свою тему для исследования, для изучения найдет. По примерным подсчетам, Россия в Первой мировой войне потеряла 10 миллионов человек. Ну вот интересные данные, да? Из истории Первой мировой войны, поскольку я сотрудник литературного музея, хочу вот показать два портрета. Это Михаил Зощенко и Валентин Катаев, писатели. И они совсем молодыми участвовали в Первой мировой войне. И на этой войне очень широко использовались отравляющие газы. И они вот в списке отравленных газами потеряли они здоровье на этой войне. Воевал и Адольф Гитлер. Тут есть его как бы боевой путь. И даже есть, скорее всего, это правда. Его хотели расстрелять, но пожалели из-за его худобы и отпустили. Это вот во время Первой мировой войны было. Так, герои войны, ставшие для нас врагами народа. Тут увидите, кто интересуется историей, имена этих людей вам известны. Это очень известные военачальники. Врангель, Юденич, Деникин, Колчак, Пепеляев. Ну, конечно, для нас они враги советского народа, советской власти были. Вот. А командный состав дружины Пепеляева состоял, скорее всего, из участников Первой мировой войны. Например, вот Вишневский, генерал-майор, Ракитин. Время белых и красных. Но тут по отношению к нашей Якутии есть такие данные. Котрус Карл Мартынович, он, например, попал в плен к русским, отправлен в Сибирь, а потом уже вот стал добровольцем в Красную армию. Воевал в составе отряда Рытинского. Это Рытинского отряд в Якутске в 18 году.
Строт, участник Первой мировой войны, Георгиевский кавалер. Это Новгородов со своим отрядом, тоже участник Первой мировой войны. Семенов Гаврил Леонидович. Учитель. Этнограф Виктор Николаевич Васильев. А здесь мы уже видим Притузова Андрея Ивановича, генерал-майора. Это каким он был в год начала Первой мировой войны и каким он уже после Великой Отечественной войны. Котельников Леонид Иванович. Место захоронения его до сих пор не найдено. Ну, тут очень коротко покажу, как вспомним 1914 год. Вот поступила телеграмма 18 июля. Высочайше повелено привести армию и флот на военное положение, и для чего призвать тянуп запаса. Первым днем мобилизации считать 18 сего июля. Призывной пункт, призывной список. Само собой, разумеется, все это было сделано, составлено на территории, вот, где размещается наш музей. Ну, кто первым прибыл? Есть такие данные. Это все архивные, из исторических изданий данные. Ну, это, конечно, ямщики, но я просто так эту фотографию привела, чтобы показать, насколько это было быстро и скоро добраться до Якутска, до призывного пункта. И вполне возможно, вот так и призывники добирались до Якутска. И по воде, и по суше. А из Амги, из Таты должно быть, да, вот тоже это вот дорога вот такая. Это сколько мобилизованных было, сколько выехало. Угу. И на каких пароходах они уезжали. И Зосим Голоков. Вот он такой. Это вроде бы как он считается первой жертвой Первой мировой войны. Ну вот есть такие фотографии. Донские казаки, куда вон попал наш земляк Иван Леонов. Это вот каждое событие, поступающее из центра, здесь в Якутске все обсуждалось, все это и теплые вещи собирали, и деньги собирали в пользу и беженцам, и раненым. Принимали в этом движении, конечно, и мэр города, и наши прославленные купцы. И даже есть больные проказы из Вилюйска, они внесли 54 рубля 80 копеек в пользу беженцев. Есть вот такое сведение, список. Это школьники собрали под руководством учителей, кто был призван здесь, и погибшие, и пропавшие без вести, ну, ставшие неизвестными солдатами. Добровольцев у нас много было. Вот, например, Андрей Николаевич Сизых. Его биография короткая, есть в архиве ФСБ
поскольку он репрессирован в 1930 году, дальнейшая судьба неизвестна. Знаменитый наш Иван Иннокентьевич Андросов в 15 году ушел добровольцем на войну, награжден вот Георгиевскими крестами. Это как бы характеристика на него составленная. И вот это штыковое сражение. И как они шли, но это очень, это вот именно фотографии из, ну, свидетельствуя, то есть Первую мировую войну. Штыковых наш Андросов принимал участие. По роману Николая Егоровича Мортинова «Амматигия» мы знаем, какой переполох вот этот призыв устроил привлечь инородческое население. И как это было, призыв был отменен тоже, там какая радость была. По-моему, даже тогда в честь этого Сергия ставили. И даже вот отмечали праздник георгиевских кавалеров. Это уже в ноябре 2016 года. Но если собрать очень хорошие материалы об этой неизвестной войне, о Первой мировой войне, конечно, есть. Есть даже изданные, но их мало. Изданные работы есть, но их мало. Это действительно неизвестная война для очень и очень многих из нас. 1941 год. Родина-мать зовет. 23-41 года, день мобилизации уже, он считается днем мобилизации, было очень много добровольцев. Наши-то в августе 1941 года добровольцы уже ушли на фронт. Вот здесь единственная картина, это вот Пантелеймона Васильевича Попова «Отправка бойцов в Красную армию в Якутске». Именно вот идет, это значит курсанты Якутской национальной военной школы, это они с этого, с улицы Ворошилова, то есть с территории нашего музея, вот они таким шагом добирались до Даркулаха, или еще пароходы уходили с этого, где у нас Речпорт сейчас стоит. Вот. И добровольцы, и, конечно, первыми отправились на фронт курсанты Национальной военной школы. И те, которые окончили, и те, которые учились. Вот несколько фотографий всего сохранилось. Здесь видите мобилизованных. В июне 20 июня 1942 года во всех центральных и южных районах Якутии прошла мобилизация военнообязанных в армию. Вообще в 1942 году 5 раз призывали, ну, 5 раз была мобилизация. И так получается, что первые, которые получили повестку 20 июня 1942 года, они почти все стали жертвами на Ильмень-озере. Очень много там и неизвестных, и известных. Это хорошо, сейчас эта тема изучается, восстанавливается. Но из писателей пропавшим без вести известно имя
Никифора Кириковича Седалищева, Еган Стырап, детский писатель, автор Нургугуни Лакут, по мотивам которой была создана уникальное произведение Тимофея Егоровича Сметанина «Луакут и Нюргусун». Вот здесь тоже вот фотографии наших лыжной бригады. Здесь надо сказать, что каждый призыв, каждые призванные в определенное время, у них распределение, видимо, шло так. Допустим, если 20 июня призванные в 1942 году почти все попали на Ильмень озеро и воевали под Сталинградом, то 1 июля после них, да, в 1942 году на территорию на территорию прибыла призванные из Мигино-Кангаласского района. Среди них был Федор Кузьмич Попов. Они выехали в тот же вечер. Здесь обычно им читали лекции, они мылись в бане и проходили иногда дополнительную медицинскую комиссию. А после, в августе, уже в конце августа, в начале сентября, отсюда, с этой территории, ушел на фронт начинающий поэт, писатель Тимофей Егорович Сметанин. Но это более такие известные имена я называю. И в день неизвестного солдата, в день Победы и в такие значимые даты, я уверена, что наши горожане придут, постоят возле мемориальной доски, установленной у нас возле нашего музея, и вспомнят тех, кто ушел отсюда на такую страшную войну. Многие из них, особенно сельские парни, они даже Якутск и никогда не видели. И такие они остались на полях сражений. Для них памяти осталась эта территория, где стоял комиссариат. Поэтому сегодня положим мы букет цветов. Так называется мой рассказ. И, пожалуйста, тут и мемориальная доска на основе новых открытий, новых этих историков, должно быть, и данные должны быть проверены, и новые данные заменены на новые данные. Вспомним тех, кто ушел с территории, с этой территории на войну. И многие же ведь из них стали неизвестными солдатами. Спасибо за внимание.